الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем с вами изучение суры Лукман, толкование, тафсир ее аятов. И остановились мы с вами на 22-м аяте. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Всевышний Аллах говорит: и тот, кто подчинит свой лик Всевышнему, подчинит свой лик Аллаху, то он ухватился за надежную рукоять. И к Аллаху возвращение всех дел. Кто подчинил, покорился Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, покорил свой лик Аллаху, то он держится за надежную рукоять. И к Аллаху возвращение всех дел. Этот аят – это один из аятов, указывающих на то, как устроен этот мир. И то, как человеку следует поступать, если он стремится к благополучию, к счастливой жизни, к спасению от наказания Всевышнего Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте приводит два условия. Тот, кто подчинил свой лик Всевышнему Аллаху, юслим, используется глагол юслим. Аслама юслиму ислам. От этого же глагола аслама подчинить, покоряться, у нас образуется слово ислам. И от него же образуется слово муслим, мусульманин. То есть основой, корнем названия нашей религии ислам является глагол аслама, покориться, подчиниться. Следовательно, сама религия означает покорность. Покорность кому? Творцу, Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. А что подразумевает под собой покорность? Это беспрекословное следование повелениям Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и оставление его запретов. Даже в случае, если эти повеления не сходятся с желаниями и стремлениями самого человека. Человек может возжелать что-то запретное, однако он не делает этого. Почему? Потому что он покорился Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, и он оставляет это запретное. Человек может не хотеть совершать какие-то определенные религиозные обязательства. Ему тяжело что-то делать. Но он из-за своей покорности Всевышнему выполняет эти действия. Вот что означает покорность. Когда человек выполняет то, что на него возложено, даже если его нафс, его похоть, его страсть, она не хочет этого делать. Из этого мы понимаем, что религия, она ни в коем случае не основывается на желаниях людей. Это очень важно. Это очень важно понимать. Ведь, к сожалению, зачастую во многих вопросах люди продолжают руководствоваться своими желаниями. Да, в вопросах поклонения ибадата, намаз, скажем, ураза, хадж и некоторые другие обряды, находясь в рамках мечети, человек старается выполнять так, как велено.
Но когда дело касается повседневных вопросов, заработка, откуда деньги приходят, куда они тратятся, взаимоотношения с родственниками, с родителями, супругой, воспитание детей, отношения бывших супругов между собой, отношения бизнес-партнеров, тут очень часто люди возвращаются к тому, что они сами хотят, и перестают руководствоваться тем, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля предписал. Даже возьмем элементарное повеление Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля касаемо договоров и касаемо выдачи некой суммы в долг друг другу. Всем нам известно, что Аллах Субхану ва Тааля предписал, когда один человек дает другому в долг, желательно это записывать, и чтобы присутствовало при этом 2 свидетеля. Но выполняет ли кто-то из верующих данное повеление? Очень мало кто выполняет. И как следствие это приводит к очень нехорошим последствиям. Портятся отношения, портятся братские узы, родственные узы, может, даже из-за этого. А ведь это приходит в Коране, и самый длинный аят посвящен этому. Договора письменные не заключаются, когда берутся за какую-то работу. 2 брата собрались, взяли какой-то некий объект, и на словах только договорились. И потом, по истечении какого-то времени, у них возникает конфликт. Но, захотев решить этот вопрос правильно, например, даже обратившись к знающим людям в казият, у них нет на руках никакой письменной договоренности, поэтому ничего нельзя решить. Из-за чего? Из-за того, что люди не соблюдают предписания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В каких вопросах? В повседневных мирских своих вопросах. Откуда деньги приходят, заработок? Халяльным ли путем, не халяльным ли путем? Как зарабатывается имущество то или иное? Покупка квартиры, недвижимости, автомобиля и другой техники? Какими путями это происходит? Вот в этих вопросах, к сожалению, что можно наблюдать? Что люди, братья, мусульмане, сестры верующие, которые могут уже годами быть в мечети, соблюдать предписания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля в вопросах поклонения, читать намаз, они в этих вопросах поступают так, как они сами хотят, как нравится их нафсу. Но здесь же Аллах Субхану ва Тааля нам говорит: «Ваман юслиму ваджхаху иля Аллахи», и тот же, кто подчинит свой лик Аллаху, то есть проявит полную покорность Его повелениям. И эти повеления, они касаются как религиозных вопросов, поклонения, так и повседневных вопросов, муамаля, взаимоотношений с друг другом. Подчинившись Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля искренне, уповая на Него, надеясь на Него, далее Аллах говорит: «Вахуа мухсинун», и в то же время Он совершает ихсан, благочестие. Термин ихсан уже нам встречался в этой суре, и тогда мы объяснили, что ихсан, когда Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Валлаху юхиббуль мухсинин», Аллах любит совершающих ихсан, совершающих благочестие, тут также затрагивается 2 вопроса. В первую очередь, ихсан – это совершенство в поклонении Всевышнему Аллаху, выполнение обрядов поклонения наилучшим образом. Тот же намаз со всеми его условиями, со всеми желательными действиями, вовремя, наилучшим образом. И второе, ихсан, благочестие, либо же добро в отношении с рабами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. В первую очередь, начиная с самых близких, тех людей, которые имеют больше всего прав на тебя, родителей, ближайшее твое окружение, родственники и так далее, и продолжая уже нашим окружением.
И вот же Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте, 22-м аяте суры Лукман говорит: тот, кто покорится Всевышнему Аллаху, искренне уверовав в Него, уповая на Него всем сердцем, искренне, и будет благочестив, совершенно выполняя свои обязательства перед Аллахом, обряды поклонения, и по-доброму относиться к рабам Всевышнего, فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, то он ухватился за надежную рукоять, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. То есть он находится в безопасности. Ему Аллах Субхану ва Тааля гарантирует, обещает спасение. Безопасная рукоять или безопасная верфь, да, мы можем представить человека, который находится на краю обрыва. И за что он старается ухватиться, этот человек, который вот-вот пойдет в этот обрыв? Он ищет что-то надежное. Он не будет хвататься за какую-то нить или за ветвь, которая вот-вот сама оборвется. Он ищет что-то твердое, надежное, крепкое. Так вот же Аллах Субханаху ва Тааля и дает людям вот эту крепкую ветвь. Люди, они находятся на краю обрыва. Вокруг заблуждения, вокруг грехи. И для того, чтобы спастись от этого, от погибели, Аллах Субханаху ва Тааля дает им вот эту рукоять, чтобы человек схватился за нее. И что же она из себя представляет? Как мы сказали, это покорность Всевышнему Аллаху, выполняя Его повеления, стороны запретов и совершать благочестие, то есть совершенство в поклонении и доброе отношение к рабам Всевышнего Аллаха. И этим людям Аллах Субхану ва Тааля обещает, дарует спасение. Это обещание, оно схоже с другими аятами, которые встречаются в Коране. К примеру, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваман ятаваккаль аля Аллахи, фахва хасбух». А кто же уповает на Аллаха, то ему этого достаточно. Кто уповает, искренне надеется на помощь Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и при этом выполняет зависящие от себя возможные причины, дозволенные, не выходящие за рамки законодательства Всевышнего Аллаха, то Аллах говорит, ему этого достаточно. Ему достаточно Аллаха Субхану ва Тааля, как покровителя, как защитника. В другом аяте Аллах говорит: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا». А кто же проявляет богобоязненность, таква, то есть выполняя повеление Аллаха и сторонясь Его запретов, то Аллах дарует этому человеку выход из любого положения, из любой трудной ситуации. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, и дает ему ризк, удел оттуда, откуда человек этого даже не ждет. Вот они схожие по смыслу идут аяты. Это напоминание о том, что все в этом мире зависит лишь от решения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, не упадет ни один листок с дерева без ведома Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И как мы видим, как мы наблюдаем из жизни, человек всегда ищет некую опору, некую защиту, да, скажем, некое надежное место. Ищет это либо в друзьях, запасается друзьями, новыми знакомствами, чтобы в случае чего, да, обратиться к нему за помощью, либо же собирает материальное имущество, деньги, некий НЗ, да, неприкосновенный запас у него дома хранится или в банке хранится, и он сердцем надеется, что в случае чего у меня есть деньги, они меня спасут. Либо же, да, на определенные другие какие-то материальные ценности он может надеяться и уповать. Однако Аллах Субханаху ва Тааля как раз таки и напоминает этим людям, которые привязаны сердцем к этим материальным вещам и думают, что их эти знакомства, материальное имущество, заключенные некоторые договора, соглашения, может даже глобальные союзы, которые заключаются между государствами большими. Люди думают, что заключив
эти соглашения, договора, они обезопасят себя. Однако Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте говорит, что лишь один путь есть для того, чтобы обезопасить себя. Это держаться за верфь Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, так, как Он этому научил. И если не будет помощи от Всевышнего Аллаха, то все эти материальные, наработанные связи, они никакую пользу человеку не принесут. Сегодня они есть, завтра их нет. Сегодня у человека есть деньги, завтра эти деньги могут обесцениться. Есть сегодня человек, твой знакомый, друг, который работает где-то в высоких должностях, завтра его уже может не быть. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ватаваккаль аля аль-хайи аллази ла ямут». И уповай же на вечно живого, который никогда не умрет. Уповай на вечно живого, который никогда не умрет. Это Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля ла та'худуху синату ва ла наум. Его не коснется ни дремота и ни сон. Он никогда не устанет. Он лишен всяких недостатков. В любое время к Аллаху можно обратиться, и Аллах Всевышний ответит. В любое время можно попросить помощи, Аллах Субханаху ва Тааля поможет. «Вакаля раббукум уд'уни астаджиб лякум». Ведь Аллах говорит: и сказал ваш Господь: просите у меня, и я отвечу вам. Это основа вообще вероубеждения, акиды веры мусульманина. Это постоянная связь с самим Аллахом Субханаху ва Тааля. Это выполнение своих обязательств перед Ним. И только таким путем человек может обрести безопасность спасения, как в этом мире, так и в ахирате. И далее в конце аята Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва иля Аллахи акибатуль умур». И к Аллаху возвращение всех дел. Или у Аллаха исход всех дел. Во-первых, это напоминание о том, что каждому человеку предстоит вернуться ко Всевышнему Аллаху и отвечать за прожитую жизнь. А во-вторых, это ответ тем людям, которые порой, ввиду некоторых трудностей в жизни, начинают сомневаться, а на правильном ли они пути находятся. Такие часто вопросы возникают. Мусульмане же поклоняются Всевышнему. И вот здесь Аллах Субхану ва Тааля сказал, что если вы будете выполнять Его повеление и благочестиво относиться друг к другу, то вы держитесь за надежную, безопасную рукоять. То есть Всевышний вам поможет. Но что же мы видим сегодня? И постоянно возникало на протяжении истории, группы мусульман могли подвергаться неким гонениям, страданиям, насилию, убийствам, женщины, дети, старики. Это мы наблюдаем и сегодня. И некоторые люди задаются вопросом: а на правильном ли мы пути вообще находимся, если такие трудности нас постигают? То есть человек идет по прямому пути, и когда возникают некие трудности, он начинает сомневаться, а правильно ли я иду, ведь Аллах Субхану ва Тааля не дает мне помощи. Или мусульмане страдают. И вот здесь как раз в конце аята Аллах говорит: у Аллаха исход всех дел. То есть здесь напоминание о том, что, во-первых, не ограничивается жизнь лишь мирской жизнью. Ведь в этом мирской жизни может не настичь тот момент благого конца человека. Радость может и не постичь человека. Ведь, как мы знаем, этот мир есть испытание. «Аллази халакал маута валь хаята лиябалювакум айюкум ахсану амаля». Он создал жизнь и смерть для того, чтобы испытать, кто лучше в своих деяниях. И также в суре Аль-Анкабут Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ахасибан насу ан ютраку ан якулу аманна ва хум ла юфтанун». Разве люди полагают, что они скажут: мы уверовали, и после этого они не будут испытаны? Люди так и полагают. Он скажет: я уверовал, я стал мусульманином, покорился Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, начинает совершать повеление, встал на намаз, держит уразу и думает, что все, жизнь будет идти
всегда так, как хочется, как нравится? Нет, говорит Аллах Субхану Тааля. Что говорит? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Мы испытывали тех, кто был до них. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. И Аллах посредством этого выведет тех, кто является правдивым, и тех, кто является лжецом в своей искренности и в своей вере. И вот это как раз таки завершение аята, оно очень важно и отвечает на тот вопрос или на те сомнения, которые некоторых людей могут одолевать. Почему верующих постигают трудности, бедствия в этой жизни? И Аллах говорит: «Ва иля Аллахи акибатуль умур». Исход всех дел у Аллаха. В этом мире может и не настичь того золотого времени. Нет, ведь этот мир, он лишь испытание. Однако за то, что человек в этом мире страдал, испытывал трудности, акибатуль умур, исход всех дел, он будет у этого человека благим, ведь Аллах Субхану ва Тааля дал обещание. Валлаху ля юхлифуль ми'ад, и воистину Аллах не нарушает своего обета. И также не только в ахирате, зачастую человек спешит с выводами. Начались трудности, испытания, горе какое-то постигло, и он тут же уже может опустить руки и лишиться надежды. Но ведь жизнь же еще не завершена. Может завтра стать лучше. Через неделю может прийти облегчение. Через месяц, через год. Аллах Субхану ва Тааля обещал также: «Фаинна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Воистину с трудностью приходит облегчение, с трудностью приходит облегчение. Здесь также надо понимать, что всегда исход, конец этого дела, он возвращается к Аллаху Субхану ва Тааля. И если не в этом мире, то в ахирате человеку, который уверовал в Аллаха и держался за его верфь, он будет обезопасен. Он будет успешен. Далее, приведя в пример верующих и тех, кто живет, совершая благочестие и ихсан, Аллах Субхану ва Тааля приводит другую группу людей. Эта группа людей, Аллах говорит: «Ваман кафара фаля яхзунка куфру илейна марджи'ухум фанунабби'ухум бима амилу инна Аллаха алимум бидати ссудур». А те же, которые проявили неверие, первая группа — это те, которые асляму, покорились Всевышнему Аллаху, уверовали в Него. Другая же группа людей — это те, которые проявили неверие, непокорность тому, кто их создал, тому, кто одарил их всеми благами, дарами, которые у них есть. Дал им жизнь, разум, зрение, слух, все средства для существования. И даже несмотря на все это, люди эти, они проявили неверие, непокорность своему Господу. Что же о них говорит Всевышний Аллах? «Фаля яхзунка куфру». Пусть не печалит тебя их неверие, говорит, обращаясь к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призывал близких, знакомых, друзей, но не все последовали за его призывом. Кто-то остался на своем упрямстве и неверии. И Аллах говорит: пусть это тебя не печалит. Ведь на посланнике лишь доведение послания Всевышнего. А люди примут или не примут, это уже не зависит от него. Поэтому не печалься. И не поддавайся злобе и желанию мести, видя то, какие несправедливости эти люди выполняют, совершают эти неверующие, эти грешники. Ведь что говорит Всевышний Аллах? «Илейна марджи'ухум», ведь воистину к нам их возвращение. Да, мы можем наблюдать, как некоторые люди совершают ужасные преступления. Творят бесчинство на земле, проливают кровь. Однако Аллах Субхану ва Тааля ля яхзунка куфрухум, говорит: пусть не печалит тебя то, что они совершают, и их неверие, ведь к Аллаху их возвращение. Что это означает?
что Аллах Субхану ва Тааля непременно воздаст им за то, что они совершали. Аллах Субхану ва Тааля непременно сообщит им об их делах, которые они совершали в этом мире. Как в другом аяте Аллах говорит: «Яума яб'атхухум Аллаху джами'ан фаюнаббихум бима амилу». В этот день Аллах воскресит их всех и сообщит им о тех делах, которые они совершали. «Ахсаху Аллаху ва насу». Аллах все это сосчитал, а они забыли. Аллах все сосчитал. Каждое действие, каждое слово, что совершает человек, Аллах все сосчитывает. Люди даже забывают. Человек, может, забыл, сказал и забыл. Но придя в судный день, он увидит эти слова. Он что-то сделал, может, кого-то обидел, кого-то оскорбил и забыл. Это часто бывает. Некоторым людям удивляешься. Он может такого наговорить, такого наделать, а потом на следующий день ходить так, как будто ни в чем не бывало. Однако Аллах Субхану ва Тааля ахсахуллах, Аллах все это учел. И в судный день человек непременно увидит все свои деяния. И скажет: «Мали хадаль китаби ла югадиру сагирата ва ла кабирата илля ахсаха». Что это за книга, когда ему вручат книгу деяний? Что это за писание? Оно не упустило ничего. Мало и велико, все здесь учтено, скажет человек. И далее Аллах Субхану Тааля говорит: «Фанунаббихум бима амилу», и мы сообщим им об их делах, которые они совершали, воздадим и спросим за эти дела. «Инна Аллаха алимум бидати ссудур», и Аллах воистину знает то, что находится в сердцах людей. Аллах знает даже мысли, желания, стремления человека. А что же говорить о том, что человек совершает явно из грехов и нечестий? И уже в последнем аяте, который мы сегодня возьмем, в 24-м аяте Аллах говорит: «Нуматти'ухум калилан, thumma наттаррухум иля азабин гализ». Мы дадим им насладиться небольшое время, но затем же мы ввергнем их в ужасные, мучительные страдания, говорит Аллах. Здесь также объяснение того, почему порой люди грешные, нечестивые, преступники, развратники, убийцы проживают жизнь без всяких печалей, наслаждаясь и утопая в богатстве. Может, он сотни людей там убил, да, по приказу его были сброшены какие-то бомбы, возможно, и он прекрасно себе живет. Почему же происходит это? Аллах Субхану Тааля говорит: «Нуматти'ухум калилян», мы даем им насладиться небольшое время. И это действительно небольшое время. Даже если он 70 лет, 60-70 лет жил в себе в угоду, это малое время, абсолютно ничтожное по сравнению с вечностью в ахирате. «Нуматти'ухум калилян», говорит, мы немного им даем насладиться. И для чего это дается? Есть пояснение в других аятах: для того, чтобы люди эти еще больше погрязли в грехах. То есть Аллах Субхану ва Тааля грешному человеку дает ему еще больше богатства. А мы понимаем, что изобилие этого богатства и удела, оно побуждает человека к совершению еще больших грехов. И таким образом Аллах Субхану ва Тааля все прибавляет и прибавляет и прибавляет, а этот человек с каждым прибавлением совершает все больше и больше и больше и более мерзкие грехи. Это и есть наказание также. Поэтому мы знаем, некоторые праведные предшественники, они начинали переживать, когда в жизни все становилось слишком хорошо, когда их не касалось никакие трудности и испытания. Ведь они боялись, что, возможно, Аллах Субхану ва Тааля наказывает им и дает им удел для того, чтобы потом схватить их резко и ввергнуть в мучительные страдания и наказания.
Вот эти 3 аята, которые мы с вами сегодня взяли, они объясняют нам суть вещей, что в этом мире человеку не следует смотреть и обольщаться внешним благополучием, либо же, наоборот, огорчаться трудностями, испытаниями, которые его постигли. Нет, это все абсолютно не является показателем того, на правильном пути человек или не на правильном. Некоторые люди, обольщаясь своим положением и богатством, думают, что раз мне Всевышний все это дал, значит, я на правильном пути, значит, Он желает мне блага. Но здесь же мы поняли из этих аятов, что нет, Аллах Субхану ва Тааля может человеку даровать это богатство с целью наказать его. И наоборот, человек может ничего хорошего в жизни не видеть. Лишь трудности, испытания, страдания, горе. Но это ни в коем случае не означает, что этот человек находится под гневом Всевышнего. Нет, это может быть для того, чтобы очистить этого человека, чтобы улучшить его положение и в ахирате даровать ему наилучшую обитель. На этом, иншаллах, завершим. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.